10 лет Главное управление МЧС России по Республике Коми проводит социальную акцию МЧС России «Мы первыми приходим на помощь». Добрый день, дорогие ребята, взрослые. Сегодня, конечно, прекрасный, замечательный день, 1 сентября. Всех вас с праздником поздравляю. Но, к сожалению, каникулы кончились, но ничего, еще немножко, впереди уже будут осенние каникулы. Поэтому не вешайте нос, получайте новые знания, больше улыбайтесь. Ну а сегодня очень хорошая акция. Уже говорили о том, что это 10-я в нашей республике. Я хочу, чтобы вы сегодня посмотрели всю технику. Это, наверное, будет очень интересно вам понять, как же работают спасательные службы наши, как же работают эти все суровые дяди в костюмах непонятных. Что они делают для того, чтобы, не дай бог, что с вами случилось, всегда не могли прийти вовремя на помощь. Это уже традиционно уже 10-е мероприятие, которое мы проводим на территории республики. Во-первых, День знаний. Мы один из первых уроков делаем именно урок безопасности. Во-первых, я думаю, что каждому ребенку, который находился здесь, хотя бы какой-то маленький процент запомнится из того, что можно делать, что нельзя делать. И как оберегать себя, и как оберегать ближних от тех ситуаций, которые могут пройти с нами в повседневной жизни. Ну и самое главное, что здесь, кстати, много детей, сотрудников нашего главного управления, поэтому увидеть действительно, почему папа так подолгу бывает, порой дома не бывает, говорится, и чем он занимается. Ну и для тех, кто старшеклассники, может быть, в будущем определиться своей профессией. Что именно сегодня демонстрировали? А мы демонстрировали все элементы. В принципе, было замыслом, чтобы показать всю нашу жизнь. Это и спорт. Вы, наверное, обратили внимание, первым этапом было это элементы пожарно-прикладного спорта. Второе – это проведение аварийно-спасательных работ при ДТП, реагирование на пожары, спасение человека из горящего здания. День безопасности впервые проведен в Сыктывкаре? Нет, это здесь, в Сыктывкаре впервые, да. Ну и самое главное, вы, наверное, обратили внимание, что много баннеров здесь. Это 25 лет МЧС. Этот год для нашего ведомства юбилейный, и мы делаем добрые дела именно в течение всего года. Видео взяли пострадавшего и передают бригаде скорой помощи. Наложили ему шину. У спасателей всегда есть набор, медицинский набор, в котором есть различные шины. Если раньше были металлические шины, очень неудобно, с ними долго возиться, то вот это на месте прямо одел сразу. Так они складываются все. Огни лопнут. Не можешь. Противопожарное полотно. Как вы думаете, для чего оно нужно? Противопожарное полотно. Чтобы тушить пожар. Чтобы тушить, накрывать, наверное, Молодцы, чтобы душить и чтобы защитить себя даже от ожога. Называется она кошмар. Не кошмар, как многие слышат, а кошмар. Обработана специальным негорючим составом. и выдерживает До 600 градусов. Я боюсь. Надо резко. О, вон, я пошел. Иди. Вся жизнь твоя на линии огня, людские жизни ты спасал недаром. Со мною в бой идут мои друзья, опасными маршрутами пожара. Фортуна улыбается своим отважным